Здравствуйте, в студии Тимур Бекмурзин. Время реальной экономики. Есть одна цитата, одно выражение, которое мне очень нравится. Авторство приписывает Луцию Анной Сенеке. Звучит оно так. Для человека, который не знает, к какой гавани он направляется, ни один ветер не будет попутным. Знать и понимать свои цели в жизни, иметь стратегию развития важно и полезно не только человеку, но и бизнесу, успешным компаниям, регионам и целым странам. Что происходит, когда мы эти цели не осознаем, стратегии не имеем и даже не стараемся ее сформировать? Мы терпим крах, в лучшем случае получаем серьезные потрясения и кризис. Довольно часто в отсутствии полноценного стратегического планирования в той же экономике обвиняли Россию. Однако стоит посмотреть правде в глаза. Мы во многом извлекли уроки прошлых лет. А вот на Западе, в той же коллективной Европе, похоже, что-то не складывается с четким планом развития. С одной стороны, ЕС вроде уже объявил о глобальном энергетическом переходе и внедрении так называемых зеленых стандартов в экономике. С другой, совершенно очевидно, что шаги эти глубоко и детально не просчитаны. Это раз. А второе, уровень развития и проникновения той же зеленой энергетики в разных странах Евросоюза уж очень разный. Можно ли тут говорить о каком-то едином подходе и общих сроках достижения углеродной нейтральности? Вопрос. Третье, что вообще понимается под понятием «зеленая энергетика». Почему такое предпочтение отдается ветрякам и солнечной энергии? И почему не воспринимается должным образом, по мнению ряда экспертов, ошибочно атомная энергетика? К слову, не так давно в Европейскую комиссию поступило обращение от группы стран, возглавляемой Францией, с просьбой признать атомную энергию низкоуглеродной. В настоящее время 26% от всей производимой в ЕС электроэнергии поставляется АЭС. Помимо Франции обращение подписали Чехия, Польша, Венгрия, Румыния, Финляндия, Словения, Словакия, Хорватия и Болгария. Я бы мог назвать и четвертый, и пятый пункт, почему внедрение всей этой зеленой повестки на просторах ЕС объективно будет проходить непросто, со сбоями. Однако сейчас не буду этого делать, эта тема большая и отдельная. Назову, пожалуй, две, на мой взгляд, основные причины того, почему энергетический кризис в ЕС уже стал реальностью. Об этом говорили и на недавнем форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве с участием президента Российской Федерации Владимира Путина. Говорили и во время пленарного заседания, в том числе Владимир Владимирович, и в кулуарах. Итак, моя версия: Европу поразила, помимо пандемии коронавируса, такая болезнь, как политизация всего, что касается экономики и энергетики, особенно в контексте России. Что бы ни случилось, виноваты русские и Кремль. В том числе именно они породили и специально поддерживают и масштабный энергетический кризис в Европе, который в предстоящую холодную зиму, судя по всему, неизбежен. В реальности это то, о чем у нас говорят: вались с больной головы на здоровую. Но есть еще и вторая причина, о чем упоминал Владимир Путин на форуме РЕН в Москве. В Европе, намекнул президент России, в принципе мало крупных стратегов и профессионалов в области газового рынка и поставок газа, что отчасти и приводит к таким абсурдным обвинениям в адрес нашей страны. Что касается перспектив, Владимир Путин также их обозначил. Россия на практике будет добиваться углеродной нейтральности своей экономики, и мы ставим здесь конкретный ориентир. Не позднее 2060 года, заявил президент. Цитата. «Климатическая повестка не должна становиться орудием для продвижения экономических и политических интересов отдельных стран. Нам вместе нужно создать единые для всех понятные, справедливые и прозрачные правила климатического регулирования, которые будут действовать на глобальном уровне. В их основе должна лежать реальная забота о климате, понимание роли и вклада каждой страны с помощью взаимно признанных моделей учета и мониторинга выбросов и поглощений парниковых газов», сказал Владимир Путин. Надо отметить, что форум по традиции стал хорошей площадкой для обсуждения основных вызовов, с которыми сталкивается энергетический сектор экономики, и актуальных проблем развития разных отраслей, в том числе и нефтегазохимии. Для Татарстана это особенно важно и ценно, ведь это главная точка роста экономики республики. Мы имеем неплохой задел здесь, свои наработки,
А кроме того, мощные, динамично развивающиеся компании, такие как ПАО «Казань-Оргсинтез». О том, как развивается один из российских лидеров большой химии, какие имеет перспективы, экологические программы и проекты, и не только, поговорим сегодня в реальной экономике. Смотрите в этом выпуске. Казань как точка роста большой химии на промышленной карте России. Что из себя представляет «Казань-Оргсинтез» сегодня? Структура, возможности, перспективы в обзоре реальной экономики. Грамотное совмещение этих двух проектов позволило повысить эффективность производства по этилену до 640 тысяч тонн в год, пропилена до 53 тысяч тонн в год. Этилен – базовый продукт промышленной химии. Настало время узнать о нем и о заводе этилена ПАО «Казань-Оргсинтез» больше. Промышленная химия интересна и доступна. Все нюансы в программе «Реальная экономика». Как отметил президент Путин на форуме РЕН в Москве, вопросы сохранения климата должны решаться в тесной увязке с планами развития отраслей экономики, прежде всего энергетического сектора. С этим, как мне кажется, невозможно спорить. Другое дело детали, нюансы этого процесса, который специалисты именуют энергетическим переходом. Некоторые прогнозы от специалистов. Итак, по прогнозам экспертов, на горизонте 25 лет доля углеводородов в мировом энергетическом балансе может сократиться с нынешних 80-85% до 60-65%. При этом роль нефти и угля снизится, а роль природного газа, как наиболее экологически чистого переходного вида топлива, вырастет. В этой связи Владимир Путин поделился планами. К 2035 году Россия собирается занять до 20% мирового рынка СПГ, сжиженного природного газа. А кроме того, в этом же горизонте наша страна намерена нарастить долю в глобальных поставках продукции нефти, газа, химии с нынешних 1 до 7%. Обратите внимание, с одной стороны, как мы отстаем здесь, я имею в виду химию и нефтехимию, от мировых лидеров. А второе, какой рывок мы хотим совершить. Надо понимать, что у нефти, газа, химии у нас рассматривают как способ повысить монетизацию углеводородного сырья за счет его более глубокой переработки. И одновременно при этом достигаются цели по импортозамещению базовых материалов и увеличению экспорта продукции перерабатывающих отраслей. Эти планы уже конкретизировал вице-премьер Российской Федерации Александр Новак. Он, в частности, сказал: по прогнозам, в ближайшие 15 лет спрос на продукты нефтехимии будет расти в среднем на 3,7-4% в год. При этом доля нефтегазохимии в структуре потребления нефти и газа будет увеличиваться, что создает значительный потенциал для развития этого направления. Татарстан, его ведущие предприятия химии и нефтехимии уже занимают весомое место на российском рынке и имеют неплохие позиции по отдельным направлениям в мире. Задача продвинуться еще дальше. Мы, конечно, подозревали, что мир далеко не идеален и буквально соткан из противоречий, но иногда реальность превосходит ожидания. Чем нам запомнился прошлый 2020 год? С одной стороны, пандемия, закрытие границ, колоссальные потери экономики и массовое закрытие производств и проектов во всем мире. С другой, как это ни парадоксально, в России и в Татарстане старты крупных проектов, проработка и принятие энергетической стратегии, строительство и запуск современных производств, объединение во имя дальнейшего развития бизнесов и мощности ведущих компаний страны и подготовка к масштабным прорывам на новые рынки. Казань-Оргсинтезу в этой стратегии развития отводится особая роль. Коллектив к этой грандиозной задаче оказался готов. Во многом еще и потому, что за предыдущие годы был создан серьезный задел, подготовлена база. Что такое Казань-Оргсинтез сегодня? Это территория в 420 гектаров, численность работающих более 8 тысяч человек. КОС – один из крупнейших производителей полиэтилена, единственный производитель поликарбоната, бисфенола и стевилена в России. Ассортимент выпускаемой продукции включает более 170 наименований. Продукция соответствует международным стандартам качества и экспортируется в 31 страну мира.
Современное химическое предприятие требует постоянного совершенствования. На сегодняшний день модернизация 6 заводов ПАО «Казань-Оргсинтез» идет фактически постоянно. Каждый год реализуются мероприятия по техническому перевооружению и усовершенствованию действующих производств. В 2018 году стартовал очередной этап программы развития действующих производств, согласно которой предполагалось развивать две основные производственные цепочки – полиэтилена низкого давления и поликарбоната. Реализуя эту программу, «Казань-Оргсинтез» снижает зависимость от поставок сырья и энергоресурсов. Так, в марте 2018 года на заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления было запущено новое производство рукавной трехслойной ФФС-пленки. Она предназначена для изготовления мешков на высокопроизводительных расфасовочно-упаковочных машинах с последующей упаковкой в них всего объема отгружаемой полимерной продукции «Казань-Оргсинтез». В том же 2018 году на заводе состоялся запуск новой установки по производству концентрата технического углерода производительностью 20 тысяч тонн в год. Концентрат технического углерода «Мастер-Батч» применяется при производстве черной марки полиэтилена низкого давления. Полиэтилен этой марки высокой плотности предназначен для изготовления труб и соединительных деталей. В данный момент на заводе по производству полиэтилена низкого давления реализуется еще один проект – модернизация одного из 3 реакторов. Реактор Б – последняя необновленная установка из 3 имеющихся на производстве полиэтилена низкого давления. Первые 2 реактора были реконструированы в 2004-2006 годах. Программа стартовала в 2019 году, рассчитана на 3 года. Она предусматривает масштабную замену оборудования на реакторе, а также его оснащение системой рекуперации газов. После обновления установки предприятие сократит количество выбросов продуктов горения на 210 тонн в год. Воздействие на окружающую среду после обновления реактора Б снизится, поскольку нововведение позволяет возвращать технический процесс более 8,5 тысяч тонн углеводородных газов, а не направлять их на факел. Одними из главных точек роста ПАО «Казань-Оргсинтез» по праву считаются новые производства – завод бисфенола А и завод поликарбоната. Первый камень, строительство которых был заложен в декабре 2004 года. Кстати, Казанский завод, как мы уже отметили, является единственным отечественным производителем поликарбоната. Еще одно производство, тесно связанное с производством поликарбоната – завод бисфенола А. В данный момент также вводят новые технологии, позволяющие повысить эффективность использования энергоресурсов и сырья, уменьшить отрицательное воздействие на окружающую среду. Почему мы так много и подробно в нашей программе говорим о промышленной химии и, в частности, о полимерах? Ответ, с одной стороны, на поверхности. Полимерная продукция окружает нас повсюду. Бытовые предметы и техника, личный и общественный транспорт, медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты, упаковка, текстиль, разнообразная техника, строительные материалы, спортивное снаряжение. Продолжать можно долго, нет ни одной отрасли, где бы не использовались полимеры. И потребность во всем этом разнообразии надежных и обладающих необходимыми, причем постоянно улучшаемыми свойствами материалах, год от года только увеличивается. И здесь еще раз нужно правильно выстроить приоритеты. Химия, нефтехимия не только, вернее даже не столько потому, что у нас в России есть мощная сырьевая база для развития отрасли. Наоборот, в маркетинге есть 2 подхода. Производить то, что удобно технологически, или то, что нужно потребителям. Мир уже давно перешел ко второй модели, поэтому России нужно диверсифицированные инвестиции. Однако в этом отношении, что касается полимеров, беспокоиться не о чем. Есть огромный потенциал роста как для производства на экспорт, так и для внутреннего потребления. Мы уже приводили эту статистику. Доля России на мировом рынке этилена, а это базовый мономер в нефтехимии, внимание, около 2%. По производству этилена мы на 11-м месте в мире. В то же время потребление полимеров в России составляет 32,9 килограмма на человека, а это практически в 2 раза ниже, чем в ЕС или Китае. Сегодня более подробно об этилене как о базовом химическом продукте и о заводе этилена как базовом заводе на предприятии «Казань-Оргсинтез». Этилен или С2H4 – легко воспламеняющийся горючий газ, один из простейших углеводородов, при этом он является одним из природных веществ, фитогормоном, который синтезируют растения. Именно этилен влияет на их рост и развитие, инициирует процесс созревания плодов. Например, при выращивании ананасов плантации обрабатываются этиленом, чтобы спровоцировать ускоренное цветение растений.
а уже из цветов образуются всем знакомые сочные сладкие плоды. А когда же этот газ стал приносить пользу человечеству? От первого научного знакомства до промышленного применения этилен прошел долгий путь в несколько веков. Впервые в своей лаборатории его получил немецкий алхимик, врач и изобретатель Йоганн Бехер. Произошло это почти 4 столетия назад, в 17 веке. И да, как в истории многих химических открытий, практически случайно, когда Бехер вместо добавления к нагретой концентрированной кислоте еще одной ее порции в рассеянности прилил этанол, который находился рядом в стакане. Получилось сильное вспенивание раствора с выделением неизвестного газа. Так был открыт этилен. Новый газ назвали маслородным газом, поскольку при опытах было установлено, его соединение с хлором образует маслянистую жидкость. Изучение свойств этилена и его производных началось с середины 19 века. Именно тогда он и получил свое название, которое сохраняется и сегодня. Наш земляк, создатель теории химического строения вещества Александр Михайлович Бутлеров, на тот момент ректор Казанского университета, в 19 веке установил структуру этилена. А вот его промышленное получение началось лишь в 30-х годах 20 века в Европе. Спустя 20 лет этилен становится самым производимым полупродуктом в нефтеперерабатывающей промышленности. При этом этилен практически не применяется напрямую, а лишь служит строительным блоком для многих других продуктов основного органического синтеза. На сегодняшний день главным промышленным способом получения этилена, а для России единственным, является пиролиз углеводородного сырья различных типов. Оно поступает в печь, где разлагается с образованием смеси газов, или, как еще называют, пирогаза, состоящие из водорода, метана, этана, этилена, пропана, пропилена и более тяжелых компонентов. Первая промышленная установка пиролиза была получена в 1941 году. На Казанском заводе оргсинтеза цех по производству этилена был запущен более полувека назад, в 1964 году. И как же изменилось его оборудование за минувшие десятилетия? Сегодня процессы производства этилена практически полностью автоматизированы. Производство этилена проходит в непрерывном круглосуточном режиме. На сегодняшний день все производство автоматизировано на 100%. Пальму первенства по объемам мирового производства этилен держит до сих пор. По этому показателю С2H4 и сегодня превосходит все другие органические вещества. Вообще же, как предсказывают аналитики, до 2025 года спрос на этилен в мире продолжит расти на 3-4% ежегодно. Интересно, что большая часть произведенного в мире этилена, порядка 60%, как правило, перерабатывается в полиэтилен. Рост мирового потребления полиэтилена стабилен, соответственно, в России на протяжении последних 3 лет наблюдается подъем производства этилена, исходного составляющего в производстве полиэтилена. Казанский завод этилена, входящий в структуру производств ПАО «Казань-Оргсинтез», в соответствии с мировыми и российскими тенденциями за последние годы также значительно нарастил объемы производства. Ведь продукция, выпускаемая этим заводом, является основой целого ряда технологических процессов, происходящих на заводах Казань-Оргсинтеза. Если кратко описать технологию, она осуществляется по следующей схеме. На завод этилена по трубопроводу поступает этан-пропановое сырье и пропан-бутановая фракция, поставляемая в железнодорожных цистернах. Далее начинается, собственно, процесс производства этилена. Целевой продукт этилен служит исходным сырьем для производства полиэтилена и окиси этилена. Он передается на завод полиэтилена высокого давления и завод полиэтилена низкого давления для дальнейшей переработки и получения конечной товарной продукции. А весь произведенный на заводе пропилен передается на завод оргпродуктов и технических газов для последующей передачи на завод бисфенола А, который, в свою очередь, участвует в технологической цепочке получения поликарбоната. Таким образом, завод этилена является ценным структурным звеном, первым в технологической цепочке ПАО «Казань-Оргсинтез». Именно здесь, образно говоря, зарождается целый ряд наименований товарной продукции казанского химического гиганта. Завод этилена по площади занимает самую большую территорию оргсинтеза и состоит из 7 цехов. Здесь трудится более 830 работников. Кроме того, это еще и один из старейших заводов предприятия. И именно с ним связаны многие важные преобразования, прошедшие в ПАО «Казань-Оргсинтез» в последние годы. Так, 2015 год здесь ознаменовался строительством 2 новых печей пиролиза производства этилен-100, а также строительством узла КЦА для производства чистого водорода комплекса этилен-200. В связи с дефицитом этанового сырья на тот момент было принято решение о модернизации цехов завода этилена для переработки альтернативного сырья – пропана.
Параллельно с этим проводилось строительство и комплексное апробирование 4 новых печей пиролиза компании «Технип» комплекса «Этилен-200», которые способны заменить 10 старых печей, отработавших почти 40 лет. Грамотное совмещение этих двух проектов позволило повысить эффективность производства полиэтилену до 640 тысяч тонн в год, пропилена до 53 тысяч тонн в год и увеличить мощности по переработке сырья этана до 750 тысяч тонн в год и пропана до 200 тысяч тонн в год. Непрерывное развитие и модернизация для Казанэнергосинтеза – это правило. Главное, можно сказать, магистральное направление в работе. И это проявляется во многих аспектах, в том числе и в плане экологии и снижения вредного воздействия на окружающую среду. Так компания регулярно снижает вредные выбросы, внедряя новые технологии и оборудование. В конечном счете это экономически выгодно для самого предприятия. Чтобы любое крупное химическое и нефтехимическое предприятие работало стабильно и безопасно, требуется серьезное техническое оснащение. Обеспечить бесперебойность производства и снизить воздействие на окружающую среду – в этом предназначение факельных установок. На Казанэнергосинтезе их 6, от 40 до 110 метров в высоту. Они применяются на заводах этилена, полиэтилена низкого и высокого давления. Как же на деле работают факелы? Газы, которые нельзя переработать, они сбрасываются на факельные установки, где происходит их сжигание. То есть эти газы не попадают в атмосферу, не загрязняя их и не образовываются какие-то взрывоопасные смеси, которые могут повлиять на окружающую среду или на окружающие какие-то постройки. Рассмотрим процесс более детально на примере этой факельной установки завода по производству и переработке полиэтилена низкого давления. Газ этан, который образуется в процессе производства, поступает по трубопроводам на факельный оголовок. Здесь и происходит его сжигание. Так, в атмосферу попадает только углекислый газ и вода, которые не наносят вреда экологии. Комфорка, которая у нас дома, костер жжем, в баню топим. Принцип один и тот же. Просто это уже более в промышленных масштабах. Для каждого предприятия установлена предельно допустимая норма выбросов в окружающую среду. За этим следят санитарно-промышленная лаборатория, отдел экологии Казанэнергосинтеза и государственные контролирующие органы. Они регулярно проводят мониторинг воздуха, чтобы не допустить увеличения углекислого газа в атмосфере. Благодаря модернизации оборудования Казанэнергосинтез снизил объем выбросов СО2 на 20 тысяч тонн. Кроме того, с 2015 года на предприятии отказались от пара, который применялся на факельных установках для бездымного сжигания. Модернизация этих факельных установок позволила, допустим, снизить затраты в потреблении пара. То есть этот пар можно было уже пустить на другие нужды. Теперь для поддержания пламени в зону горения подается воздух. Это увеличило ресурс работы оголовок и улучшило процесс сжигания сбросов. Затем, чтобы все работало как часы, следит специально обученный персонал. Каждый день в определенное время, то есть производит осмотр их, проверяет их работоспособность, проверяет параметры, заносит в определенные журналы, где это все фиксируется, отслеживаем мы все это, работу. Потому что любая ошибка может как раз нарушить весь общий технологический цикл, что недопустимо в принципе. Можно сказать, что работа факельных установок учитывает интересы сразу нескольких сторон – предприятия и жителей города. Они не только эффективны и незаменимы в производстве, но и экологичны и безопасны. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. До свидания. Встретимся на канале «Новый век».